Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Оперативно-тактические учения объявил главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба. Диабет не приговор. В Пицунде завершил работу лагерь «Диабет Апсны». Краски осени Абхазии. 9-й международный арт-пленэр начал свою работу в Сухуми. Начнем выпуск с официальной хроники. Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба провел внеочередное заседание Совета Безопасности. На нем обсудили вопросы, связанные с проведением оперативно-тактических учений с группировкой войск вооруженных сил Республики Абхазия. Открывая заседание, Бадра Гунба сообщил. Даны поручения по проведению оперативно-тактических учений с группировками войск вооруженных сил Республики Абхазия. Учения уже начались. Они стартовали с внезапного подъема по боевой тревоге. Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач с момента получения сигналов оповещения и команд боевого управления. Проведение таких учений имеет особое значение. Они позволяют не только проверить уровень боеготовности наших подразделений, но и отработать взаимодействие между всеми структурами, ответственными за оборону и безопасность нашего государства. От слаженности, оперативности и дисциплины каждого военнослужащего зависит эффективность всей системы национальной обороны. Сегодня на внеочередном заседании Совета Безопасности мы рассмотрим текущее состояние военно-политической и стратегической ситуации как в Абхазии, так и вокруг нее, а также определим первоочередные меры по дальнейшему укреплению обороноспособности нашего государства. Мы должны последовательно укреплять наши вооруженные силы как главный гарант стабильности, мира и безопасности нашего государства. Сильная армия, высокопрофессиональные кадры и надежная система координации действий – это залог уверенности граждан в завтрашнем дне и защиты национальных интересов. Руководство вооруженных сил доложило главнокомандующим о готовности армии к проведению оперативно-тактических учений. Среди первоочередных мер, принятых на заседании Совета Безопасности, не только военные, но и политико-дипломатические, экономические, социальные, информационные и другие. Динамичный характер действий войск наращивается в соответствии с планом учений, сообщает пресс-служба президента Абхазии. В администрации Сухума прошел один из этапов оперативно-тактических учений с группировкой войск вооруженных сил Абхазии. В заседании приняли участие премьер-министр Владимир Делба, министр обороны Владимир Ануа, начальник генштаба Министерства обороны Республики Абхазия Владимир Савченко, глава администрации городов и районов республики. По поручению главнокомандующего Республики Абхазия вооруженными силами мы сейчас проведем мероприятие по общим тактическим нашим позициям в рамках проводимых мероприятий в соответствии с решением президента Республики Абхазия. Эти мероприятия покажут и недостатки, и преимущества. Потом мы, естественно, все вместе с учетом специалистов оценим и будем точно понимать в экстренных ситуациях, как себя вести, как поступать, как слаженно будут работать все уполномоченные органы государственной власти, силовой блок, вооруженные силы Республики Абхазия. Поэтому я со своей стороны проинформирую главу государства. Полагаю, что у нас еще впереди несколько дней, мы точно проведем также отлаженно вместе, все выполняя боевые задачи. Мы обязательно к чему-то придем, конечно, все вместе. Но мы на этом не остановимся, мы будем дальше продолжать, конечно, значит, мы к этому уже с июня, месяца идем. Так что большое спасибо, естественно, учения будут продолжаться, мы доведем его до конца. И нашими учениями командует президент, главнокомандующий, мы все обязаны, конечно, значит, выполнять поставленные задачи. Военный комиссар Очимчирского района Дмитрий Ласурий прокомментировал, как проходят военные учения в районе. Атула хада юус инакуршана Очимчира район
актәи аҩбатәи абригадақәа аҽазыҟаҵара ҳалагеит. Ашьыжь асааҭ аабарыбжа инаркны абыржәраанӡа гәаҳәарыла аҿар азнеуеит, аповесткақәа зауз зегьы ааины рхы нҵаны игьежьны рыҩнаақәа рахь ицот. Избанзар даара игәахәара, ус игәахәара дууп аԥсҭазаара аҟны аибашьра иахҭнагаз усгьы ижәдыруеит, ишәаҳахьеит. Убырҭ зегьы рхамышҭык, убри зегьы пату ақәҵан, амшгьы цәгьан иахьа даара уи џьеишьартәаха аӡәы ихы дамеигӡаӡакәа иааины аповесткақәа ааныжьны абас рыҩныҟақәа рахь ицеит. Ари иахьа мацара акәӡам, уаҵәгьы уаҵәы ашьҭахьгьы, ино ашьҭахьгьы иҳамоуп аццаны аучениақәа мҩаԥысуеит. Сгәы иаанагоит иԥшӡаны ихааны имҩаԥысып ҳәа. Сара абри схы иархәон ажәлар иахьа Аԥсны жәлар ирзеӷьасшьоит аизҳара, гәамч, алшара бзиа, ҭынчра Анцәа ирзаҟаиҵааит. Иахьа иааҳакәыршан ицо усқәа жәбот. Убрагь аҭынчрақәа ҟало, Аԥсынгьы ҭынчрахо ҳаилагәырӷьо, абри аамҭа Анцәа иааиҵааит, Анцәа ҳаиазцоҳо. Сборы резервистов в рамках оперативно-тактических учений Генштаба Вооруженных сил Абхазии начались в Гудаутском районе, сообщил военный комиссар района Замир Чкок. По его словам, в ходе учений планируется призыв из запаса военнообязанных граждан, а также мобилизация техники. Военный комиссариат Гудаутского района с получением сегодня, то есть 13 октября в 7 часов 37 минут распоряжения был переведен в боевую готовность военный комиссариат. По команде полная. Мы должны призвать из запаса военнообязанных и технику по штату военного времени. В связи этого глава администрации с сегодняшнего утра, после получения этой задачи, собрал экстренное совещание с главами администрации района и руководителями организаций и учреждений, где было поставлена задача о неукоснительном выполнении по повесткам, по спискам военного комиссариата обеспечить явку всех военнообязанных района на указанный пункт. Указом президента Бадра Гунба Руслан Аджба отстранен от должности министра соцобеспечения и демографической политики. Временное исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя министра Каму Адзинба. Амра Ломия назначена заместителем начальника управления капитального строительства. По словам начальника УКС Демира Гамисони, она обладает серьезным профессиональным опытом и приступает к работе в период высокой нагрузки. Ряд задач поставлен нам лично главой государства Бадры Гунба. Требования к нашей работе будут только повышаться. Убежден, что Амра Утаревна окажет максимальное содействие в реализации поставленных задач, отметил Гамисони. Амра Ломия родилась 17 декабря 1985 года в Ткуарчале. Окончила школу с золотой медалью, затем с отличием экономический факультет АГУ по специальности «Финансы и кредит», а также Уральский федеральный университет по направлению строительства. 12 октября на исторической поляне Лыхнашта состоялся праздник урожая. Мероприятие открылось шествие всадников с национальным флагом. В празднике участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, а также гости из Карачаева-Черкесии. Участники представили сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки. Кроме того, администрация района подготовила праздничный концерт и спортивные мероприятия. Команды Гудаутского района состязались в метании дротиков и конном футболе. Праздник Лыхнашта посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он поздравил жителей села, района, а также всех гостей, посетивших это событие. Глава государства особо отметил важность сохранения и развития села как основы национальной самобытности, культуры и устойчивой экономики. Президент Бадра Гунба, выступая на празднике урожая, сообщил, что принял решение о повышении финансирования ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства до 500 миллионов рублей. Соответствующее поручение уже дано Кабинету министров. Программа
акытын хами яцхрао, яцнызго, а программа кошепцо. Сымтауя программа шивини же Бабилон и тагдзана, хаханткара и нанагдзей. Аханткара, а министр Царей Лазара, и рыстыз, а на панцай намадана, хапхева, ария программа хуш миллиона конза иштых зауи. Сгуяна год, ари дара цхорагдза ду, ханхуюча, ханхую, хкыт айпырхара цараза. Хкыт айпырхара, уй баша жадзам. Хкыт анейхха, и ход бызша, и ход хажла. Дачызныгги, и шыдысныхават арианы хаду, чангзилан чашны иштад, хапсузлар нагдзарабза, анхаю джиба нагдзарабза, табук чангзилан. Делегация из Абхазии во главе с вице-президентом Бесланом Бигвава приняла участие в праздновании Дня Республики Башкортостан. Вместе с башкирским премьер-министром Андреем Назаровым представители республики возложили цветы к монументу дружбы и посетили точную копию Сухумской колоннады на набережной реки Белой. Ровно год назад была открыта эта колоннада, Сухумская колоннада, которая для абхазских братьев является символом ворот в море, а для нас является символом ворот в нашу дружбу, подчеркнул Назаров. В свою очередь Бигвава подчеркнул, что отношения между Абхазией и Башкортостаном развиваются. Наши отношения только усиливаются с каждым годом благодаря, конечно же, руководству Башкирии, народу Башкирии, отметил он. Особо хотел бы подчеркнуть, что Абхазию и Башкортостан связывают традиционно дружественные отношения, сформированные на протяжении многих лет. Мы высоко ценим это взаимодействие, которое активно развивается по многим направлениям. Уверен, что плодотворное сотрудничество между Республикой Абхазия и Республикой Башкортостан будет и впредь углубляться и выйдет на новый, еще более высокий уровень. Желаю вам, уважаемый Ради Фаритович, доброго здоровья и успеха в вашей ответственной деятельности. А всем жителям Башкортостана мира, благополучия, процветания и дальнейшего развития. Президент Бадрагунба. Я бы хотел бы себе еще от себя лично добавить. Абхазию и Башкирию разделяет приблизительно 2500 километров. Но для настоящей дружбы никакие преграды и расстояния не страшны. После военный период в Абхазии Башкортостан протянул свою братскую руку помощи. Принимали наших студентов, обучали ваших вузов, отправляли нефтепродукты, медикаменты, продукты питания. Было открыто в 1993 году абхазское представительство в городе Уфа. В сложные времена ковида башкирские врачи приехали в Абхазию, помогали врачам с Абхазии, с больными. И абхазский народ, конечно же, безгранично благодарен башкирскому народу за это. Мы помним, мы знаем, что такое дружба. Сочинские таможенники остановили в пункте пропуска Адлер для таможенного контроля грузовой тягач, прибывший из Абхазии. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС Российской Федерации, было выявлено несоответствие фактически представленного транспортного средства сведениям, указанным в документах. Задержанный полуприцеп по решению суда обращен в собственность государства. После оформления соответствующих документов сотрудники таможни передали его представителям Минобороны для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. В Пицунде завершился 5-й детский диабетический лагерь «Диабет Апсны», который ежегодно организует общественная организация «Диабетическое общество Абхазии» при поддержке Фонда социально-культурных инициатив, Министерства по туризму и Министерства здравоохранения Абхазии. Это не просто отдых, а важная образовательная площадка для детей, живущих с диабетом, и их родителей. Подробности у Заура Кварча.
В фойе пансионата курорта Пицунда праздничная атмосфера. Завершение лагеря «Диабет ПСН» – это подведение итогов, радость общения и уверенность в том, что с диабетом можно жить полноценно. В этом году лагерь собрал 20 детей со всей Абхазии вместе с их родителями. В этом году у нас было 20 детей в сопровождении с родителями. Было 2 врача, 1 местный эндокринолог, врач детский, и врач, заведующий детского отделения Сеченова Тиханович Юлия Викторовна. Все эти дни Юлия Викторовна проводила лекции для родителей и для детей. Конечно же, лекции были тематически разделены, которые полезно послушать детям, которые больше необходимо слушать родителям. Вот мы уже встречаемся 5-й год подряд. Каждый раз мы что-нибудь новое поднимаем, какую-то новую тему. Возможно, что-то повторяем, то, что нужно много раз повторить, и все равно там что-то не запомнится. Вот. И каждый раз какие-то новшества происходят в сфере диабета, и мы, конечно же, должны всегда держать руку на пульсе для того, чтобы не упустить новые возможности. Программа лагеря включает не только обучение, но и активный отдых. Лекции, мастер-классы, игры, кинопоказы помогают детям с диабетом чувствовать себя уверенно и свободно. Они учились стрелять из лука, готовили десерты и параллельно осваивали, как правильно рассчитать дозу инсулина. Я уже 2-й год подряд сюда приезжаю. За это время появились много новых детей. Статистика увеличивается, то есть за этот год уже здесь 2 новых ребенка. Также в течение вот этих 2 лет поступило около 5 детей с сахарным диабетом впервые выявленным. Поэтому в течение 2 лет статистика увеличивается, к сожалению, по сахарному диабету. Детский лагерь, в первую очередь, это возможность об информировании родителей и детей о новых технологиях, о современных способах компенсации, о заболевании, о возможности улучшения качества жизни. Также информирование о способах купирования состояния в экстренных ситуациях, что делать при высоких сахарах, при низких сахарах, при необходимости, куда обращаться за медицинской помощью. Для участников «Диабета ПСН» эти дни стали настоящей школой жизни. Здесь дети понимают, что диагноз – это не приговор, а особенность, с которой можно и нужно жить активно. Я уже 2 года участвую в этом проекте. Болею сахарным диабетом с 12 лет. Занимаюсь активным спортом. Диабет – это не приговор. Спасибо большое, кто сделал этот диабетический лагерь и позвал нас. Спасибо вам большое. За 5 лет существования проект, созданный диабетическим обществом Абхазии, помог десяткам семей обрести уверенность и знания, необходимые для повседневной жизни. 5-дневный лагерь проходит с 7 по 11 октября при содействии Фонда социально-культурных инициатив, Министерства по туризму и Министерства здравоохранения Абхазии. Заур Кварджа, Саида Жиба, Абаза ТВ. Абхазская православная церковь сообщает, что 12 октября в соборном храме в честь иконы Богородицы, именуемой Донской Большой собор, состоялся молебен у мощей святителя Тихона, патриарха Всероссийского, с участием иерея Виссариона Аплия и иеромонаха Арсения Джели. После службы иерей Виссариона Аплия обсудил организационные вопросы духовного развития абхазской диаспоры в Москве. На телеканале 360 был показан телефильм «Узнай Абхазию с новой стороны». Репортаж о людях, переменах и отношениях с Россией. Тележурналист Елена Кононова долго готовила этот проект, говорится в анонсе проекта. Этот репортаж не о политике, а о людях. Герой материала Закан Нанба, генерал-майор, кавалер ордена Леона. Гули Кичба, председатель движения за мир и социальную справедливость. Руслан Хашек, генеральный директор Абаза ТВ. Олег Юрченко, предприниматель из России, который приехал в Абхазию в середине нулевых, и Ксения Багапш, дизайнер из Сухума.
Год 2025 стал для Абхазии годом перемен, причем самых разных. Энергодефицит, внеочередные выборы президента после политического кризиса. А вот, кстати, аэропорт открыли, и турпоток сразу взлетел. Авиагавань была закрыта более 30 лет. Во время войны в 1993 году аэропорт попал под обстрел. Некоторые самолеты были сожжены, терминал пострадал, окрестности были заминированы, и долгие годы там были только обугленные стены да бурьян, прорывающийся сквозь бетон. А сейчас совсем другое дело. И мы еще не раз проведем эти параллели. Было, стало. Меня зовут Лена Кононова, я журналист, и я здесь, чтобы поговорить об отношениях России и Абхазии сегодня. А еще, чтобы рассказать вам истории, которые обязательно должны быть услышаны. Документальный фильм «Узнай Абхазию с новой стороны» телеканала 360 смотрите после выпуска новостей. Новости культуры. Абхазский театр представит спектакль «Азду» на фестивале «Южная сцена» в Нальчике. Фестиваль проходит с 13 по 18 октября, объединяет 12 театров из Абхазии, Южной Осетии, Республик Северного Кавказа, сообщили в Министерстве культуры Кабардино-Балкарии. Выступление коллектива Абхазского драматического театра со спектаклем по произведению Алексея Гого в режиссуре Мадины Аргун состоится в день закрытия фестиваля. В программе постановки национальных театров на родных языках с синхронным переводом на русский язык. Помимо спектаклей в рамках фестиваля пройдут круглый стол на тему развития национальных драматических театров в современных условиях и мастер-классы по актерскому мастерству. 9-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» начал свою работу в Сухуми, в стенах Национального университета. В течение недели профессиональные художники, педагоги профильных факультетов и пленеристы из нескольких городов России будут работать на территории Абхазии, делиться опытом со студентами Абхазского государственного университета. Подробности в репортаже Рады Чачава. 9-й международный арт-пленэр, посвященный 80-летию первого президента Владислава Ардземба, начался с обширной научно-практической конференции «Традиции и современность», в рамках которой в Национальном университете с профильными докладами выступили видные профессора, художники, деятели культуры, поэты и дизайнеры. Главная задача пленэра, вновь собирающего преподавателей вузов и академий, профессиональных известных художников из ряда городов и регионов России в самом сердце Сухума, в стенах Госуниверситета, расширение кругозора молодых абхазских художников, обмен опытом и, конечно, укрепление культурных связей. Самая главная цель для нас – это студенческая аудитория. Потому что молодые люди должны работать не только вместе со своими преподавателями, но и с преподавателями, и свободными художниками извне, люди уже состоявшиеся в искусстве, и передавать опыт. На самом деле практическая работа очень важна, а пленэр – это практическая работа. Помимо теории, которые мы читаем и так далее, или аудиторные работы делаем. Но здесь будем предусматривать и предусмотрено мастер-классы как на пленэре, так и в аудиториях. Мы приурочили первый день научно-практическую конференцию, потому что в современное время и очень много вызовов, и в том числе и в образовательной системе, поэтому молодые люди должны ориентироваться четко. Мы стараемся проанализировать ситуацию по проблемам традиций и современности. Здесь в изобретательном искусстве есть о чем говорить и над какими проблемами надо работать. Недельная программа проекта включает в себя выездные пленэры по живописным и красочным уголкам республики, семинары и мастер-классы от видных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Южной Осетии и еще ряда городов. 20 октября, в заключительный день программы, в Национальном университете откроется выставка, на которой будут представлены итоги проведенной художниками работы. Для локации мы выбрали такие вот места,
как город Сухум и окрестности города Сухума. А далее уже мы будем работать в Новом Афоне, а далее будем работать в Рице, а затем мы будем работать в Нижних Эшерах, в родном селе Владислава Григорьевича Арзамба, так как в этом году наш пленэр посвящается 80-летию со дня рождения Владислава Григорьевича Арзамба. К нам приехали в этом году, как всегда, наши коллеги из разных регионов и городов Российской Федерации и Республик Северного Кавказа, Южной Осетии. Всего в количестве 8 человек в этом году участвуют. Проект будет проходить неделю. Вся неделя будет рабочая. 19 числа у нас будет сбор всех работ, экспозиция, монтаж, значит, подготовка к выставке. И 20 числа у нас будет день открытия и закрытия одновременно. Итоговая выставка будет у нас. Также в рамках проекта будет проходить мастер-класс по арт-стриту. Это вот наши же выпускники, художники будут проводить этот мастер-класс. Очень профессиональные художники, и пленеристы, и художники, которые композиции создают в мастерских. А также у нас участвуют два преподавателя вуза Высшей школы дизайна с города Москвы. Вот. Также для студентов, дизайнеров по костюму будут общение и мастер-классы. Яркие краски осенней Абхазии. Пора, когда летнее тепло еще чувствуется в воздухе, но все чаще голубое небо затягивается сизыми тучами. Пора, которая, по мнению гостей пленэра, не может не вдохновлять. Это незабываемый опыт. И самое интересное, что каждый раз приезжаешь, и все вот эти 3 раза, они абсолютно не похожи друг на друга. Хотя как будто бы и программа понятна, и университет один и тот же, но на самом деле все абсолютно другое. И мастера, приезжающие сюда, и студенты, участвующие в обмене опытом, вот этим наставничество, замечательные, то есть замечательные вещи придуманы университетом. Вот, и это, конечно, здорово. Удивляешься каждый раз каким-то неожиданным вещам, и кажется, что ты приехал поделиться, там вот, приглашают тебя как, естественно, так скажем, профессора, да, для того, чтобы ты показал. Иногда учишься у студентов, потому что понимаешь, какая-то их свобода, незакомплексованность, она иногда очень выдает удивительные вещи, и поэтому вот каждый раз удивляешься вот этим неожиданностям, к которым ты не готов. Вот. И это всегда приятно и здорово. Знаете, отрадно, что в этом году вновь художники собираются на прекрасной абхазской земле, в стране души, именно в этом уникальном месте, где природа, где люди действительно очень душевные, искренне встречают. У нас есть уникальная возможность работать вместе, делиться своим опытом. В каждом регионе существует своя школа изобразительного искусства. В Абхазии она тоже совершенно уникальна и имеет свои какие-то краски. И проект называется «Краски осени Абхазии». Вот и здесь мы можем делиться школой, делиться своим опытом, мастерством. И на самом деле у нашего пленэра, как мне кажется, уже появилось какое-то свое лицо художественное, потому что мы, конечно же, взаимообогащаем друг друга. С приветственным словом на открывающей конференции к собравшимся обратился ректор АГУ Олег Огварамия. Он поздравил студентов с началом увлекательной программы и напомнил, что первый арт-пленэр прошел в 2013 году и более чем успешно. В 2013 году был первый арт-пленэр. Он оставил очень хорошее впечатление для всей Абхазии. И все шло нормально до тех пор, пока мы не пережили 2 года пандемии и не проводили. А вот не так давно тоже у нас событие, которое, конечно, нас всех потрясло, что центральный выставочный зал художников сгорел. А там были картины Чачбы, Шервашидзе и многих-многих других и так далее. Но сейчас
принятыми мерами, во-первых, зал восстановили, а во-вторых, очень многие художники, известнейшие художники, помогают в том, чтобы этот центральный выставочный зал обрел новую жизнь. И вот на этом фоне мы сегодня проводим 9-й международный арт-пленэр. Далее с обширным докладом, посвященным прошлому и будущему изобразительного искусства, тонкому переплетению традиций и современности, выступил доцент, декан факультета искусств АГУ, член-корреспондент Международной академии современных искусств Нугзар Логуа. Среди выступающих сплошь известные имена, а темы докладов поражают разноплановостью. От связи музыки и изобразительного искусства, о которой поведал почетный профессор Госуниверситета, народный артист Абхазии, дирижер Надар Чанба, до роли и влияния плакатного искусства в Отечественной войне народа Абхазии и многого-многого другого. Сегодня в рамках научно-практической конференции студенты АГУ поближе познакомились с историей культурного развития, традициями видов искусств, а уже завтра они приступят к практической части пленэра. Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ. 15 октября на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуми состоится событие особого масштаба. Открытый концерт Хиблы Герзмавы и Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром России. Впервые в Абхазии прозвучит программа «Я люблю тебя, жизнь». Уникальный музыкально-патриотический проект, посвященный 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. В концерт включены любимые произведения, рожденные в военные годы и в послевоенное время. Среди авторов Василий Соловьев-Седо, Александра Пахмутова, Ян Френкель, Булат Акуджава, Давид Тухманов и другие. Начало в 19:00. Большой гастрольный тур «Я люблю тебя, жизнь» совместно с маэстро Владимиром Спиваковым и Национальным филармоническим оркестром России продолжается по городам России. 12 октября концерт состоялся в Краснодаре, где встречались песней хлебом и солью. Это было до слез приятно и трогательно, написала у себя на странице Хибла Герзмава. Показ документального фильма «Абхярца» режиссера Сабины Харджели состоится 14 октября на столичной площадке «Руин-бар». Фильм погружает зрителей в мир абхазской народной музыки и ремесел, отмечается в анонсе мероприятия. Новости спорта. В Абхазии учредили спортивное объединение «Апсны». В него вошли команды по 4 видам спорта – футболу, баскетболу, волейболу и настольному теннису. Эти клубы будут участвовать в соревнованиях за пределами Абхазии. «Апсны» также займется подготовкой юных спортсменов. Помимо тренировок, их планируют обучать абхазскому языку, национальным танцам, прививать любовь к традициям. Его цель – продвигать не только спорт, но и абхазскую культуру и ценности на международном уровне. Официальный логотип спортивного объединения «Апсны» одинаково читается в зеркальном отражении и в перевернутом виде. 99 лет исполнилось 12 октября легендарному футболисту Никите Павловичу Симоняну. Воспитанник абхазского футбола Никита Павлович, блестящий тренер, лучший бомбардир в истории «Спартака», олимпийский чемпион СССР и вице-президент Российского футбольного союза. Накануне Владимир Путин присвоил ему звание Героя труда. Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба поздравил по телефону с 99-летием Никиту Симоняна. Тараш Хагба выразил глубокое уважение к выдающемуся спортсмену и тренеру,
отметив его огромный вклад в развитие футбола. Вы гордость не только российского, но и абхазского спорта. Ваш путь – это вдохновляющий пример для многих поколений спортсменов, сказал Тараш Хагба, обращаясь к имениннику. В свою очередь Никита Симонян поблагодарил за внимание и теплые слова, отметив, что с особым чувством всегда вспоминает Абхазию и людей, с которыми связаны его первые шаги в большом спорте. Юный теннисист Нестор Цужба стал победителем международного турнира Хаскова Кап-2015, проходившего с 6 по 12 октября в городе Хаскова, Болгария. Нестор одержал победу как в одиночном, так и в парном разряде среди юношей в категории до 13 лет, сообщает Госкомспорт Республики Абхазии. В финале одиночного разряда Нестор уверенно обыграл представителя Болгарии Митко Генова со счетом 6-1, 6-0. В решающем матче парного разряда Цужба в паре с Александром Кирьяновым одержали победу над местным дуэтом 6-2, 7-5. Федерация шахмат Абхазии проводит открытый 18-й международный шахматный турнир «Аквафон Open 2025» с призовым фондом 300 тысяч рублей. Это совместный проект Федерации шахмат Абхазии и «Аквафон GSM». Он является ежегодным и пользуется популярностью среди шахматистов Абхазии и Юга России, способствует все большему вовлечению молодежи в шахматные секции. В этом году в соревнованиях приняли участие более 200 шахматистов. Подробности у Марианы Котовой. Анисим Чингели узнал, что такое шахматы, в 3 года. Но еще 3 ему пришлось потерпеть, прежде чем родители отправили его в шахматный клуб. И вот уже год Анисим с удовольствием занимается шахматами и легко выигрывает. Где-то в 3 года у него появилась такая инициатива. Он сам проявил эту инициативу. Он смотрел мультики, чисто случайно заинтересовался этим. Так как у нас шахматы с 6 лет принимают, мы решили его отдать в 6. Я вижу, что его ждут большие успехи, потому что ему это очень нравится. В первом туре соревнований «Аквафон Open 2025» Анисим одержал победу. Каждый год на протяжении уже 18 лет этот шахматный турнир привлекает внимание все большее число увлеченных этой игрой жителей всей республики, а также Юга России. Федерации шахмат Абхазии отслеживают эту динамику, а также наблюдают за судьбой победителей разных лет. Многие, которые первый раз играли в аквафоне, уже некоторые даже на государственной службе уже. Как говорит Константин Тужба, основная цель деятельности Федерации шахмат Абхазии – это воспитание интеллектуально развитого поколения. Вот это наша цель – сделать всесторонне развитого человека. И самое главное, чтобы это помогало им в учебе, особенно в математике. Отвлечь детей от улицы и как можно больше по всей Абхазии. О том, чтобы взращивать чемпионов и гроссмейстеров международного класса, сегодня в Федерации речь не идет. Для этого нужны колоссальные средства. Нужны тренеры, нужны ежемесячные поездки на не раз в год, а ежемесячные поездки в сильные турниры нужны, спарринг-партнеры нужны. Тысячи вопросов, которые необходимо решать, и родители все это бремя берут на себя. Государственная поддержка даже в России, сейчас она отличается от той, что было в советское время. Но при этом уровень абхазских шахматистов год от года растет. Сейчас несколько чемпионов готовятся к выезду на международные шахматные турниры. 3 наших детей сейчас играют в чемпионате России. Вот прямо в эти дни они уехали. Это Лаквитава, Сарида, Богателия, Нестор. Еще несколько детей сейчас сегодня играют в Анапе, наши дети. Готовятся к поездке в Италию. 3 наших детей тоже. Без спонсорской поддержки все это вряд ли было бы возможным. Но благодаря помощи компании «Аквафон», которая на протяжении 18 лет несет на себе финансовую ответственность за этот совместный с Федерацией шахмат проект, все больше и больше шахматистов Абхазии может заявлять о себе далеко за пределами республики. Поддержка этого турнира для нас очень значима, так как шахматы – это не просто спорт, а это все-таки про развитие, интеллект, это про стратегию. Все то, что очень высоко ценится в наше время. Для нас очень важно и отрадно видеть, как с каждым годом этот турнир привлекает все большее количество участников. Турнир привлекает опытных шахматистов не только из
всех районов Абхазии, но и из юга России. В 18-м открытом международном шахматном турнире «Аквафон Open 2025» приняли участие более 200 спортсменов и получили призы из фонда, который составил 300 тысяч рублей. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Во второй день международного шахматного фестиваля «Аквафон Open 2025», который проходит в шахматной школе имени Карпова в Сухуме, определились победители среди юных шахматистов в возрасте до 9 лет. Среди мальчиков до 9 лет первое место занял Каты Басандро Сухум, второе – Цава Давид Сухум, третье – Гаврилов Павел Сухум. Первое место среди девочек заняла Гулария Эмили Гудаута, второе – Азнаурян Ева Сухум, третье – Гургуля Александра Сухум. Всем призерам вручили денежные призы, кубки, медали и грамоты. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр завершился международный турнир по баскетболу среди мужских и женских команд ветеранов, посвященный памяти заслуженных тренеров Абхазии Станислава Сущенко и Валерия Барциц, сообщает Госкомспорт Республики Абхазия. В них участвовали 4 женские и 6 мужских команд из Волгограда, Краснодара, Новосибирска, Тюмени, Ставрополя, Ростовской области, Ульяновска, а также команда Абхазии. По итогам соревнований первые места заняли среди мужских команд баскетболисты из Волгограда, среди женских команд баскетболистки из Краснодара. Сухумские баскетболистки на 3-м месте, победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и памятными призами. А в завершении выпуска прогноз погоды. 14 октября в Абхазии облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман. Атмосферное давление повышенное, ветер слабый, умеренный 1,6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13, днем 14-19. Температура морской воды плюс 20, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом у меня пока все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.